Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Life. И сегодня мы с вами погадаем на такую интересную тему. Она как бы не совсем, можно сказать, такая кардинально серьезная, допустим. Но я думаю, каждому будет интересно. Какой вы шаман? Вот такая тема. И все это потому, что я прикупила оригинал колоды Оракул Шамана Мистика. Вот мечтала я об этом оригинале. И тут так получилось, что переехала, а все свои колоды с собой взять не смогла, да. И вот он, вуаля, как говорится, не выдержала душа поэта, да. И решила купить именно вот весь оригинал, то есть всю большую колоду. Она у меня была до этого с Алиэкспресс, в принципе, мы тоже с вами на ней гадали, да. Но когда в оригинале, это уже совсем другая история. У нас с вами будет 4 позиции. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, и значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, какой вы шаман? Думаю, что всем будет интересно, да? Но не принимайте это видео, допустим, там кардинально так всерьез, да? Однако оно очень о многом вам на самом деле может рассказать именно о вас и о том, в каком вы на сегодняшний день находитесь действительно состоянии. Может быть, вот так. Или это видео раскроет вам ваш собственный потенциал, который у вас есть. Итак, 4 позиции. Пока я выкладываю карты, я вас также приглашаю на индивидуальные расклады, консультации, ритуалы. Пишите мне в Viber, WhatsApp, ВКонтакте, в Instagram, в Telegram. Я вам отвечу, сообщу все свои условия, цены, и мы с вами обязательно поработаем. Так, вот наши 4 карты, 4 позиции. И давайте распределять наши камушки. Первая позиция малахит. Такой вот малахит. Тут летит пыльца. Если вы увидите такую, как желтую пыль, это не пыль. Это все пыльца. Вот. Она летит сейчас очень сильно. Вторая позиция наш замечательный агат. Коричневый агат такой, да, срез агата. Третья позиция лабрадорит. Такой, как крыло мухи или бабочки, да, я его все время ассоциирую с этим. И четвертая позиция яшма, далекое напоминание о нашем замечательном Урале, да. Итак, первая, вторая, третья, четвертая. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с самой первой позиции. Остальные я пока что убираю в сторону. Итак, убираю в сторону наши позиции, да? И оставляю малахит. Вообще, малахит это тоже уральский камень. Мне мама его привозила. Мама у меня на Урале живет. Итак, вот наш малахит. Итак, ваша карта, да? Кто вы, какой вы шаман на сегодняшний день? И вы у нас настоящий магический шаман, шаман-маг. И я считаю, что это прекрасно, потому что суть этой карты в том, что она символизирует бесконечный разум великого духа, из которого состоит сама ткань Вселенной. Мы можем управлять магией, да? И вот получается, что у вас это наивысший талант. Вы настоящий маг, который может управлять всеми 4 стихиями, любыми видами магии. И вот такой шаман, магический шаман, да, он наиболее сильный на самом деле. Вы как будто бы посвящены в какие-то тайны этого мира, о которых мало кто знает. У вас есть наследие предков, наследие вашего рода, и вам передаются именно вот такие потусторонние магические великие силы. Магия в данный момент жизни приглашает вас посмотреть на мир с благоговением, с изумлением и, может быть, некоторой невинностью ребенка, который прекрасно знает, что все возможно. Вот вы настоящий волшебник, да? Вы можете даже сами поверить, что все возможно, и рассказать об этом
людям. У вас есть великий дух, он обладает безграничным потенциалом, и он хочет, чтобы вы его призвали, и чтобы вы обратили внимание на знаки, на символы, на предзнаменования, которые вам этот мир посылает на сегодняшний день. Хочу, чтобы вы поближе взглянули на карту. Карта такая вот прям ведьмы, да, настоящие ведьмы. Очень интересная. Ну, может быть, вы мужчина, тогда ведьмак, да. Шаман-маг, шаман-ведьмак. Вот. И получается, что если вы будете в партнерстве с великим духом, который вас сопровождает, то у вас будет абсолютно все. Вы можете обращать внимание на знаки Вселенной, которые уже окружают вас, они уже сгруппировались вокруг вас. И, конечно же, Великий Дух всегда слышит вас, и он говорит вам, что вы очень близки к осуществлению своей мечты на сегодняшний день. Магия творит чудеса, и будьте осторожны в ваших собственных желаниях и даже высказываниях. Не говорите лишнего, не желайте плохого, да? Конечно же, есть в этой карте и исцеление. Вам нужно вспомнить, что вы живете в мире полном волшебства. Может быть, вы недооцениваете себя. Может быть, вы считаете, что вы живете своей жизнью без чьей-либо помощи. И Великий Дух сигнализирует, что на самом деле вы на Земле в качестве посланника света. И вы все это время взаимодействовали с Источником и с Великим Духом. Вам нужно оглянуться на свою жизнь, и вы встретите много моментов, когда ваши действия были не единственной причиной неожиданных событий. То есть все равно вас вели высшие силы и Великий Дух. И, конечно же, может быть, вы избежали каких-то самых страшных вещей. Может, вам показалось, что у вас в жизни много испытаний, но на самом деле вас всегда поддерживали, и могло быть, допустим, что-то худшее, но вас увели от беды. И просто помните о любознательности детей. Они верят, что в этом мире все возможно, и, может быть, вам нужно вспомнить ребенка в себе и понять, что магия всегда присутствовала рядом с вами и присутствует прямо сейчас. Вот такой вы магический шаман, вот такая первая позиция. А мы идем с вами к позиции номер 2. Позиция номер 2. Так, куда же карту мне убрать? Ветерок чуть-чуть поднялся. Надеюсь, что вам не слышно ветер. Так, хорошо. Наш агат, такой вот коричневый агат. Я люблю срезы агатов, потому что они невероятно красивые, да? Какой вы шаман? Вы шаман-ребенок, даскинд, ребенок. Ну, почему такой шаман, да? Потому что вот ваш внутренний ребенок, он дал себе волю, и вы знаете, что жизнь — это игра, жизнь — это весело, и в жизни можно абсолютно все. То есть любая магия подвластна вам, потому что вы в нее верите. И ребенок, он знает путь к радости и счастью, он вам предлагает совершенно новую игру в жизни. И на этот раз эта игра основана не на наивности, а на мудрости. Карта позволяет вам дать второй шанс в жизни, на самом деле, и дает возможность искупления, открывает для вас небеса. Поэтому это не такая простая карта, как сначала может о ней показаться, да. Шаман-ребенок – это значит, что вы обновляетесь сейчас. Вы сейчас верите в то, что в жизни могут быть какие-то изменения, совершенно внезапные, неожиданные для вас самой или самого. И ребенок, по сути, освобождает вас от привычки всегда быть, ну, будто бы собой, да. На самом деле у вас дан разум новичка, и это позволяет вам смотреть на жизнь так, как если бы вы жили в первый раз или вы только что родились. То есть у вас есть такая возможность так посмотреть на эту жизнь. Может быть, вам стоит посмотреть так именно, да, на эту жизнь. Вам нужно оставаться открытым человеком, чтобы учиться и открывать для себя что-то новое в жизни. И можно взять с собой человека, чтобы
совершать открытие вместе. То есть вы можете идти не один. То есть такой шаман не одиночка, да, а с кем-то. На самом деле есть еще такой момент. Нужно посмотреть утром в зеркало к себе в глаза и сказать: я люблю тебя или я люблю себя, да, и подружиться с собой. То есть признать свою уникальность, признать, что вы действительно дорожите собой, что вы любите себя, и вы сможете любить и другого человека, взять его за руку и провести в тайну шаманизма, да, в тайну магии, в тайну потустороннего. На самом деле вам нужно хранить в себе тайну, уметь удивляться, как ребенок. Не все это могут. Удивляться каждому листочку, каждой росинке, каждому пению птиц, там, не знаю, лесу, речке и так далее. Это не каждый может просто оглянуться на этот мир вокруг себя и посмотреть, как все прекрасно, какое все зеленое, да. И я такая смотрю как раз сейчас на это все зеленое. Хотите, я вам покажу? На самом деле, вот я вам рассказываю и смотрю на свой вид с балкона. Просто великолепный вид. Вот, и все именно, я все уронила. И все это именно вот так же вот вы можете любоваться этим миром, да, смотреть на него и радоваться. Потому что вы вот такой вот живой, яркий, по сути, необычный человек, да, который умеет быть в мелочах счастливым. И исцеление по этой карте в том, что ребенок приходит, чтобы показать вам, как исправить ход вашей жизни и как перестать наказывать себя, может быть, да, перестать испытывать тяжелую карму. То есть вы вполне можете освободиться от тяжелой кармы. Вам нужно избавиться от жажды страдания. Вы всегда можете быть свободны и счастливы. И когда вы родились, вы были сразу же просто свободны и счастливы. Но потом вы об этом могли забывать. Но периодически вы вспоминаете себя, что вы шаман-ребенок. И значит, вы все время обретаете снова эту радость и снова можете принять решение радоваться. Вы можете снова доверять, вы можете выбраться из ямы, в которую вы себя загоняли, да, если вы вдруг себя чувствуете несвободным человеком, вы вполне можете это взять и отменить и поверить в волшебство. Поэтому в этой карте есть ваше и исцеление, да, с помощью внутреннего ребенка и с помощью просто детского впечатления, то есть детского восприятия жизни. Ну, вот такая позиция номер 2. А мы идем с вами дальше. Мы идем к позиции номер 3, да, номер 3. Сейчас тут уберу, чтобы ничего не падало. Так, позиция номер 3 это наш с вами лабрадорит, да, лабрадорит. Он же у нас был третий, да? Я ведь помню, он ведь вроде был третьим. Итак, что у нас тут есть? Ага. Вы у нас шаман-змея. Тут выпала карта спираль. И это значит, что вы природный шаман. Шаман-змея, да? Ну, спираль это форма змеи на самом деле. Итак, я повторяюсь. Я не хотела просто вас обидеть, допустим, словом змея, да, но есть в этой, так скажем, фигуре природной некая суть. Вообще в Индии змея символизирует энергию кундалини, а в других культурах вот, да, она символизирует такую вот жизненную спираль, что от галактик в космосе до мельчайших ракушек на пляже вы видите эту спираль везде, и она широко распространена в природе. Но чаще всего ее именно показывают как свернувшуюся кольцами змею, да. И получается, что с древних времен эта форма использовалась людьми для того, чтобы содействовать личному росту и трансформации. То есть мы в любой культуре это видим, эту спираль. И вот вы вот такой шаман природный, да, шаман-змея. На пути в глубины сознания, в неизведанное, спираль служит проводником, и значит вы проводник. То есть вы можете открывать людям их суть, их что-то новое, их важное внутри, интересное, да, для них. Вы можете залазить в подсознание
и выковыривать оттуда самые тяжелые пласты. Вы вот такой человек, который может анализировать, да, анализировать других людей, их мир, разбирать все по полочкам, разбирать все их программы негативные, залежи внутренние, обид, может быть, страхов, переживаний. Вы природный психолог, психотерапевт, да, какой-то, может быть, целитель. И также проводник в иные миры. То есть вы можете даже, ну, не знаю, регрессологом быть в прошлой жизни, провожать людей, впечатления, да, вспоминать именно прошлые жизни и возвращать их в ту ситуацию, чтобы она была ими проработана. И также вы можете быть проводником в параллельные миры, даже в астрал. Вот. То есть у вас все эти способности есть. Но главное, что вы как будто бы, ну, трансформируете энергию в что-то новое, да, то есть вы, когда эта энергия из людей идет по спирали, вы можете ее перерождать, получается, обновлять, делать иной, другой, делать более светлой. Вот уходит из человека темная энергия, она же уходит иногда по спирали, да, чаще всего по спирали, и потихоньку трансформируется, переходя по спирали именно в светлую энергию. То есть у вас вот такая способность есть. Именно трансформировать, перерождать, как-то менять качество энергии людей. Поэтому рядом с вами, скорее всего, люди меняются. Общаясь с вами, просто на диалог выходя, да, просто поддерживая этот диалог, они начинают меняться, и вы это видите. Вы очень сильно влияете на жизнь других людей. Вот. И получается, чтобы у вас была возможность обновить себя, вы должны сбросить старую кожу. То есть вы же работаете не только с другими людьми. Ваша жизнь, вот что важно, да. И, скорее всего, либо вы уже сбросили старую кожу, либо вам нужно ее сбросить. Но сам факт, что вам нельзя ковыряться в старом именно в своей жизни. Вы можете в старом ковыряться у других людей, чтобы их изменить, да, но зависать в своем прошлом вам я не советую, и не советует эта карта. Вам нужно наслаждаться новой жизнью, которая начинает проявляться. И сейчас вы сеете семена этой жизни, поэтому для прошлого у вас наступил конец, да, наступил период, когда вы переходите в другое. Получается, избавьтесь от привычки постоянно работать над вашими ошибками и позвольте природе просто быть, да, вашей природе просто быть, потому что пусть все идет своим чередом. Ну, простите себя, что ли, отпустите старое, да, старые ошибки свои. Знайте, что это был опыт, вы его усвоили. Если вы его усвоили, можно идти дальше. Имейте в виду, что новая кожа, она очень чувствительная и иногда может даже вас пугать. Но доверьтесь этому, потому что вы идете на пути к обновлению и перерождению, и иначе быть не может. Новая жизнь сначала ранит. И я по себе знаю, то есть я недавно переехала, это очень тяжело, да. То есть кардинально, да, поменять страну, допустим, да, это очень тяжело. Вот у вас тоже как идет этап новой жизни, да, перерождения, но новая кожа, она очень чувствительна, то есть так и есть. И у вас исцеление по этой карте, что спираль, она предвещает сначала, как будто бы вы опускаетесь, да, предвещает нисхождение в глубины, а потом уже возрождение. То есть нужно опуститься сначала вниз, а потом зайти наверх. Не позволяйте процессу прерываться, не останавливайте его. Процесс трансформации, он должен пройти. И время выбрано сейчас правильно у вас. Силы природы вас поддерживают. Вы же природный шаман. Значит, с силами природы, с землей вы больше всего сочетаемы. И вам нужно использовать камни, ветки, чтобы создать свою спираль. Или, может быть, нитку, да, веревку. И пусть она будет не менее чем из 3 витков. И пусть она будет большая, чтобы по ней можно было даже ходить. И вы увидите, в чем суть этой спирали. То есть увидите, как это все происходит. Вот попробуйте даже дома, да, положить что-то в виде спирали. Камни, там, ветки или веревку. И пройдите. И вы увидите, в чем суть. То есть вы периодически как будто бы возвращаетесь, да. Вот смотрите, возвращаетесь, а потом опять новый круг. Новый круг, но вы все идете выше, вы все улучшаете вашу жизнь. Просто иногда бывает чувство, что возвращаешься назад, но это неправда. Это просто процесс трансформации. И вы достигнете
ну, допустим, продвигаясь по спирали, к какой-то средней точке. И тогда вы ощутите вот эту всю трансформацию. Вы поймете, что, может быть, уже поняли, что некоторые вещи в вашей жизни точно уже отмерли, больше не нужны, их пора отпустить. И вы почувствуете себя очень сильным человеком или уже начинаете чувствовать силу. Поэтому вот вы такой вот интересный шаман-змея. Ну, такая вот у нас третья позиция. Перейдем к позиции номер 4, наша яшма. Амулет из яшмы. Давайте посмотрим, какой вы шаман, да? Ну, вы у нас властный шаман. Шаман-жезл, да? Шаман-посох. Вот как второй есть, знаете, жезлы, посохи. Также в этой колоде есть вот такой посох. И действительно бывают властные шаманы, шаманы огня, шаманы посоха. И вот вы такой шаман, ну, такой необычный. Но энергия огня, она присутствует в вас. И у вас есть особый стержень, у вас есть мужская энергия, у вас есть направленная энергия. Вы очень сильный человек. Посох – это всегда символ власти. И она способна, эта власть, умерять чужой пыл. Да? Вы не бросаетесь в крайности, потому что имеете власти над собой. И, конечно, этот посох, этот жезл, он поддерживает вас в поиске правильного пути действий. Может быть, пути, который был бы как золотой серединой, да. Он помогает вам сохранить равновесие, как только вы начинаете двигаться в нужном направлении. Вы, как Моисей, да, который был с посохом во время своих странствий по пустыне. И, может быть, он мог превращаться в змею. У нас предыдущая позиция была шаман-змея. И сейчас тоже идет символ все-таки змеи. Змея это с посохом очень сочетается. Он мог превращаться в змею и вызывал с помощью нее силы природы, да, чтобы исцелять и каким-то образом убирать болезни, язвы, да. Поэтому здесь мы видим, вот, что этот жезл, он напоминает вам о непостоянстве всего и о том, что ваша личная сила, она исходит из искреннего служения Богу. Главное, это, чтобы вы всегда это помнили, да, свое назначение, что у вас есть вот эта невероятная сила огня, вот эта власть, вот эта энергия кундалини, может быть, она тоже, ну, более-менее огненной считается энергией, она идет вверх по позвоночнику. И когда она идет вверх по позвоночнику, она пробивает все блоки в позвоночнике, и человеку иногда становится очень не по себе. Вы можете сейчас переживать такую трансформацию на самом деле. Вы можете легко перемещаться между какими-то крайностями. Да, жезлы часто впадают в крайности, но они начинают взвешивать свои варианты и находят именно середину, правильный путь. То есть у вас это есть, что да, человек может из крайности в крайность бросаться, но вовремя себя одергивает. Вам нужно доверять своей внутренней мудрости. И, естественно, ваше сердце, оно давно просит какого-то определенного пути, какой-то определенной цели достигнуть. И вам нужно просто это делать. Ведь у вас есть именно умение достигать цели, умение пробиваться вперед. Это важно. Вам нужно использовать силу этого жезла, чтобы соединять несоединяемое. И стремиться к балансу в жизни между силой воли и преданностью, между разумом и сердцем. У вас все возможности для того, чтобы объединить разум и сердце, всегда были. Исцелением по этой карте является баланс между мужским и женским. То есть, когда у вас должна не преобладать мужская энергия, да, а все-таки сбалансировать мужскую и женскую энергию. Особенно если вы женщина, преобладание мужской энергии вам невыгодно, потому что тогда вы будете все время чувствовать себя мужчиной, и с мужчиной чувствовать себя мужчиной. Это очень сложно, это очень тяжело, когда ты перестаешь получать комплименты, цветы, знаки внимания, когда ты ходишь в кроссовках и в спортивных штанах.
и так далее, и так далее. Даже можешь быть вообще супер красавицей, но зарабатывать за всех и все что угодно. И все это иногда вместе, да. Поэтому нужен баланс, баланс мужской и женской энергии. Вот это ваше исцеление, это то, что вам нужно. А мужчина тоже, ему нельзя, чтобы он преобладал, в нем преобладала бы, допустим, какая-то мужская энергия, он будет слишком агрессивный, ему все равно нужна женская энергия, да, чтобы этой агрессии не было. Или чтобы не было слишком много тестостерона, да, который мешать будет, он будет постоянно проявляться. Человек может быть, там, не знаю, даже дрочливым и так далее. Поэтому во всем нужен баланс. То есть и в мужчине, и в женщине должны быть оба вида энергии. И если вы будете использовать в своих интересах баланс между мужской и женской энергией, то судьба пойдет своим чередом, и вы будете счастливым человеком. Вот. Но в целом у вас есть все способности именно огня. Поэтому в таком человеке может сидеть предприниматель очень хороший. То есть не только шаман, да, а еще и предприниматель. И мало того, что вы можете других людей как-то стимулировать и вдохновлять, вы можете создавать что-то свое очень важное в этом мире. Ну, вот такая вот позиция номер 4. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал Alive. И также школа Таро Альвиен на Яндекс.Дзен. Те, кто живет все-таки там в Беларуси, в России, могут смотреть Яндекс.Дзен. Всем пока и до новых встреч.